Карлос покинул Сальвадор из-за вымогательств, которым бандиты подвергали его родители. Ему повезло, так как его дядя позволил ему остановиться в его доме в штате Мэриленд и даже нанял адвоката, чтобы тот помог Карлосу получить американские документы. Путешествовать было очень сложно, потому что ты оказываешься в местах, которые тебе не знакомы, общаешься с чужими людьми и постоянно хочешь есть. После пересечения американско-мексиканской границы его задержали сотрудники иммиграционных служб. Я провел 10 дней в одном из изоляторов временного содержания для иммигрантов, известных как холодильники, потому что в помещениях очень холодно, а у тебя нет свитера, у тебя нет ничего. Сотрудники Министерства национальной безопасности считают, что в 2014 году около 68 тысяч несовершеннолетних нелегально пересекли границу. Многие из них в пути подвергались сексуальным домогательствам, физическому насилию и различным угрозам. Однако пересечение границы не единственная проблема. Получение документов для того, чтобы остаться в США, очень сложная задача, говорят социальные работники. В какой-то момент они предстанут перед судьей, но у семей нет средств и понимания того, кто за них может вступиться. Один из способов легализации – получение статуса беженца. Однако доказать, что вы обоснованно опасаетесь преследования, непросто. Обычно мы стараемся найти свидетелей, которые могут подтвердить историю, рассказанную ребенком. Мы также предоставляем доказательства условий жизни в его стране. Согласно исследовательскому центру при Сиракузском университете, 2 из 3 несовершеннолетних идут в иммиграционные суды, не имея никакой юридической помощи. 9 из 10 таких детей впоследствии будут депортированы. В случае Карлоса Родригеса и его соотечественника Диего Заморы молодым людям повезло. Они ходят в школу, ожидая судебного решения по их вопросу. Однако приспособиться к новой жизни не так просто. У меня был учитель, который, скорее всего, был расистом. Он злился только из-за того, что я не понимал по-английски, и я не знал, что мне делать. Из-за притока детей-иммигрантов страдают местные школы в США. Например, школам в округе Монтгомери, штат Мэриленд, просто не хватает денег, чтобы обучать дополнительно 300 учеников, прибывших в основном из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Когда количество учащихся увеличивается, вы должны нанять больше учителей, что сказывается на бюджете. Несмотря на то, что Карлос и Диего посещают школу каждый день и власти знают об их присутствии в школе, их будущее зависит от решения миграционного суда.